При предварительном осмотре части склепа обнаружено большое количество человеческих останков. Уцелевшая же часть находилась в аварийном состоянии, под угрозой обрушения. На месте происшествия был составлен соответствующий акт технического состояния наземного склепа и произведена фото- и видеосъемка. В связи с необходимостью принятия экстренных мер было принято решение привлечь к работам представителей Тейпа Цхорой. Деятельность координировалась руководством музея-заповедника и проводилась при непосредственном участии его сотрудников. По результатам проведенных работ захоронены останки 218 человек. Также найдено большое количество артефактов. Участники совещания сошлись во мнении, что прецеденты в дальнейшем будут повторяться, поскольку сосредоточенность архитектурных монументов на территории заповедника высокая. Главная задача на текущий момент – их охрана, их сохранение. Гордость берет. Мы такое наследие от предков получили. Ни у кого же нет такого. Вы понимаете? Должны каждый камень, каждый артефакт сохранять его. Каждый, я думаю, житель, живущий в Ингушетии, он должен к этому еще относиться, независимо, какие бы фамилии, тейпы, да, не были, но это достояние каждого жителя республики. Это наша республика. Мохки, хадан хамдавейнес. Нам только надо его сберечь. И если по возможности, конечно, вникать в эту ситуацию. Глава также отметил, что при возникновении чрезвычайных происшествий на местах, представляющих собой культурно-историческую ценность, должны работать только специалисты во избежание повреждения артефактов, с которыми только профессионалы умеют обращаться должным образом. Кроме того, Махмуд Али Калиматов дал поручение муниципальным властям, представителям заповедника и всем причастным к этому направлению организациям заняться оповещением жителей каждого тейпа отдельно, как себя вести в случае обнаружения захоронений, обвалов, кому обращаться и какие действия запрещено предпринимать на их территории, как безопасно проводить субботники и согласовывать работы по очистке и реставрации с участием экспертов, составив подробную рекомендацию, как действовать рядовым жителям, которые нашли исторические артефакты. В моем понимании, с юридической точки зрения, наверное, специалисты скажут, при любом обнаружении приостанавливают все работы, ничего не трогают, огораживается территория. И без специалистов туда не подходят. Это ежедневный труд. Но если мы специалисты, мы можем упустить некоторые такие детали, специалисты только могут, и дать нам как бы вот открытую картину того, что было, и то, что до нас дошло. Это должно быть, подчеркиваю, все, что мы делаем. Я юрист и сторонник юридических правил, изложенных в нормативах, законах. За него выйдем, у нас ничего не получится. Мы должны все регулировать. Цандина сабардия, пхидина сабардия, но юридически, потому что тихин бал мабыт. Ректором Ингушского государственного университета Фатимой Албаковой было предложено пересмотреть структуру заповедника, в частности, расширить штат и его технические возможности. По ее словам, специалисты на равнине непосредственно с объектами не соприкасаются и не могут предпринять превентивные меры для предотвращения разрушений. В Северном Кавказе есть заповедники, но столько объектов на территории заповедника ни у кого нет. Необходимо с учетом объектов временного, исторического вопроса взять и подготовить письмо на министра культуры. Вот заложите, вот когда будете письмо писать, что у нас столько-то склепов, у нас столько могильников, у нас только башен, при таких обстоятельствах, что нам нужно создать лабораторию. И специалистов заранее отправлять и готовить. Я указом ввел День башен, День Ингушской башни. Я заострил на этом, потому что это важно. В следующем году я просил в мае, по-моему, да, 2 или 3 выходной, провести эту конференцию уже расширенном составе, с привлечением и иногородних, и Крупновский институт, и других заинтересованных, пригласить и порассуждать конференция. Но вот этот научный центр именно по башенным комплексам,
республики Ингушетия, в Ущелье, и там по Асинском, и в Жайрахе. И по названиям там. И эту карту надо составить. Отдельно, не по Жайраху, а прям вот взять, специалисты здесь есть, прям точками. На такой точке стоит такая-то башня. Башня, значит, состоит из того. То есть какие-то материалы, и это обсуждать нужно. Заместитель директора Госархива Республики археолог Джабраил Чахкиев сообщил о недавнем восстановлении башенного комплекса Бишт при поддержке мецената. Сейчас также при помощи благотворителей восстанавливается Эгикал. Он подчеркнул необходимость форсировать восстановление всех памятников, поставить на учет все разрушающиеся склепы и гробницы, отдельно выделив те, что на грани уничтожения, и провести охранно-спасательные работы в масштабах республики. Глава региона поддержал идею, поручив подключить управление МЧС по Ингушетии, поскольку есть потребность в специальных навыках и оборудовании. Многие из захоронений находятся на обрывах и крутых склонах. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24.